С 2009 года решением Главного управления образования Гагаузии проводится научно-практическая конференция среди старшеклассников со всех лицеев автономии. В этом году стартовала 9-я научно-практическая конференция, на которой было представлено 18 учебных заведений и 33 проекта. Сегодняшняя конференция была предложена школам еще в начале учебного года. Это поиск, исследование, открытие. Мы работаем сегодня в 3 направлениях. Первое направление – это национальная культура и родные языки, где представляется 8 проектов на гагаузском языке, 2 проекта на государственном и 1 проект на болгарском языке. Следующее направление – это по естественным наукам, где представлены работы по математике, химии, биологии, физике. И 4 проекта мы будем сегодня слушать по информационным технологиям. И третье направление – социогуманитарные науки, где будут проекты по английскому языку, русскому языку и, конечно же, проекты по истории. Научная конференция в лицее уже не выглядит чем-то невероятным. Такой подход позволяет выявить научные интересы учащихся и способствует более глубокому пониманию школьной программы. Надо сказать, что ребята очень заинтересованы этой формой работы, исследовательской, поисковой деятельностью. Они представляют очень интересные проекты, которые в будущем имеют практическое применение в жизни. Этот вид деятельности, он ближе к научной деятельности, к вузовской работе. Мы хотим наших ребят подготовить немножечко к будущей учебе в вузе. Для них эта работа очень полезна и, надо сказать, что интересная. Научно-практическая конференция старшеклассников пройдет по 3 секциям. Участники конференции отметили, что это способствует развитию интеллектуального и творческого потенциала, а также поможет при выборе будущей профессии. Я приехала на эту конференцию с села Казаклия, с теоретического Казаклийского лицея. Наша тема называется «Осторожно говорящая одежда», что и соответствует сейчас на моей одежде. Мы такого рода конференции принимаем участие впервые, и этот опыт будет для нас первым. Новизна данного исследования заключается в том, чтобы современная молодежь выбирала себе одежду с надписями с иностранным языком, но в то же время понимая их, чтобы в них не допускались орфографические ошибки, и чтобы не были эти надписи непристойного характера. Я сегодня представляю турецкий лицей «Оризонт». Сегодня я покажу вам проект на тему перспективы развития США на сегодняшний день. В моем проекте будут рассмотрены как современное состояние экономики, науки, техники в США, также и будущие планы ее развития, вектор направленности ее политических интересов. В своем проекте хочу показать вам, что же ждет мир в целом и какие глобальные интересы будут преследовать США на ближайшие дни. Я впервые участвую в этой конференции. От этой конференции я жду в первую очередь дружелюбного участия различных ребят, возможность показать свои навыки, приобрести что-нибудь новое, чему-то научиться. Я ученик лицея имени Гайдержи, уже принимаю участие 3-й раз. В этот раз выступаю в области литературы с работой «Тайна имени в русской литературе». Первый раз я выступал с работой, у меня была работа, это ораторское искусство. И с каждым временем, с каждым выступлением я улучшал свое ораторское искусство, и мне больше нравилось. В прошлом году я выступал в нацкультуре с темой по гагаузскому, и развитие в этих областях более расширено, это интересно. Лишние знания нам никогда не помешают. Да, я работаю не один, с коллегой, с одноклассником, и мы постараемся сделать все для того, чтобы взять призовое место. Итоги конференции будут подведены уже сегодня, но результаты огласят на линейке, посвященному последнему звонку.